Казань, площадь 1 мая, сейчас это название, как и этот атрибут, кажутся уже вполне привычными. Так именоваться древнейшей площадь города стало в 1918 году. Название сменили в честь молодого тогда праздника – Дня международной солидарности трудящихся. Первомай как праздник возник из непраздного повода. В американском Чикаго в 1886 году рабочие предприятия вышли на демонстрацию с требованием о 8-часовом рабочем дне. Шествие разогнали, но из солидарности с протестующими Первомай стал расходиться по другим странам. У нас в цеху второй месяц машины не чинены. Все громогласнее требования улучшать условия труда стали звучать и в Российской империи. Необходимость быть замеченными и услышанными родила традицию первомайских транспарантов и песен. С начала 20 века и вплоть до революции главными лозунгами выступлений были «Долой самодержавие» и «Вся власть советам». Особенность первых первомаев – шествием препятствовали, а демонстрантов разгоняли. Ой, роковой мы вступили с врагами, нас еще судьбы безвестные ждут. С победой большевиков 1 мая стал не рабочим днем, а праздник получил официальный статус и название «День интернационала». В Казани демонстрации стали проходить на более вместительной площади Свободы. Здесь специально сооружали трибуны с портретами вождей, цитатами и лозунгами. Самыми популярными стали «Вперед к победе коммунизма» и «Даешь пятилетку в 3 года». В демонстрациях стали не просто маршировать, а демонстрировать свои главные достижения. Транспаранты в руках и на транспорте. На грузовиках мастерили декорации, устраивали театральные представления и акробатические трюки. В колонны выстраивались и трудовые коллективы, и школы, и спортивные общества. Популярными стали марши физкультурников. У меня с детства особенно запомнилось, что на первомайские праздники все люди, кроме флагов и лозунгов, носили березовые веточки с такими только-только пробивающимися листочками и украшенные белыми цветами искусственными салфеток из чего-то делали. И это было просто замечательно. Я помню, что все люди так радостно носили это как символ. В 1972 году в СССР праздник получил новое название – День международной солидарности трудящихся-1 мая. На первое место вышел лозунг «Мир, труд, май». Первомай стал проходить все с большим перформансом, а его главными хитами стали «Широка страна моя родная», а еще «Первомайская Москва». Стала ночь на день похожий, море света над толпой. По улице Бутлерова мы поднимались до здания медицинского института, потом мы шли до Вишневского, потом с Вишневского поворачивали налево, выходили к парку Горького, и там уже мы рядами и колоннами активно продвигались в сторону площади Свободы. И на площади Свободы, там около памятника Ленина, стояли руководители обкома партии, руководители республики. А иногда получалось так, что создавались бреши, то есть кто-то быстрее проходил, кто-то, видимо, отставал. И у нас иногда так бывало, что мы по улице Бутлера буквально бежали, представляете? Это было просто жутко неудобно, конечно, там и старики же есть. Понимаете, все равно это было весело, потому что встречаешься с друзьями, видишь веселых, нарядных людей. Это создавало такой замечательный настрой, честно говоря. В 1992 году в России 1 мая переименовали в праздник весны и труда. Вместе с политическим окрасом эта дата стала все больше знаменовать начало дачно-огородного и сезона шашлыков. С демократизацией и многопартийностью Первомай стал более многогранным, а в Казани менее подвижным. Различные политические силы со своими лозунгами стали расходиться на отдельные митинги. Единороссы вместе с профсоюзами сначала собирались у НКЦ, а потом у Камаловского театра. Обеспечение устойчивого роста реального дохода граждан, роста пенсии, выше уровня инфляции, снижение бедности. У памятника Мулануру Вахитову стали встречаться, но порознь КПРФ и коммунисты России. В Дербышках ДК Саидгалеева приходили либерал-демократы. Сквер Славы на проспекте Победы под митинги облюбовали справедливоросы. Прежние традиции и демонстрации с транспарантами и транспортом, пожалуй, сохранили только в Набережных Челнах. Шествия собирают десятки тысяч человек. Во главе колонны неизменно гигант КамАЗ. Набережные Челны – город с яркой судьбой. В этом году в связи с самоизоляцией празднование 1 мая получило свои особенности. Лозунгами же 2020 можно смело назвать «Берегите себя и оставайтесь дома».
Дмитрий Ирин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Авыр һәм мөмкин кадәр илә булу соралган вакытта ТНВ телеканалы тамашачыларга яраткан фильмын кабат карау мөмкинлеген бирә. Хәзер "Синең күзләр" фильмы ТНВ.ру сайтында бар. Бу көннәрдә өйдә булыйк. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.